Таджикистане из-за коронавируса отменяют намаз в мечетях. Масштабные репетиции к празднику Навруз также отложены. Тысячи студентов отпустили с намечавшихся ранее репетиций. Хотя у нас таких случаев не зафиксировано, Совет улемов принял решение обратиться к жителям страны с тем, чтобы они временно не шли молиться в мечети. Казахстанский общественник Серикжан Билаш объявил о прекращении деятельности объединения Нагы-Сатажурт. Оно помогало притесняемым в Китае этническим казахам получить гражданство исторической родины. Нас, конечно, многие поддерживают морально, но этим я не смогу заплатить за аренду. Сегодня грозились отключить электричество в офисе. В Кыргызстане мужчина получил 14 лет тюрьмы. Он зарубил жену топором, так как та якобы мешала смотреть ему телевизор. Почему уровень насилия по отношению к женщинам в Кыргызстане один из самых высоких в мире, объясняет Джазгуля Гимбердиева. Семейное насилие. Мужья до смерти избивают своих жен. Это не сценарий фильма ужасов, а самое, что ни на есть реальность. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Из-за угрозы коронавируса в Таджикистане уже завтра закроют все мечети. Такое постановление несколько часов назад принял Совет улемов Таджикистана. Это Совет богословов. С подробностями Анна Шурванарипов. Впервые за 130 лет истории этой мечети здесь послезавтра не прозвучит призыв к пятничной молитве. В этой мечети молились даже в советские годы и во времена гражданской войны в Таджикистане. Но Совет улемов Таджикистана и Исламский центр страны сегодня подготовили обращение к народу Таджикистана с просьбой не ходить пока в мечети из-за угрозы коронавируса. В объединении богословов и настоятелей мечети страны решение приняли единогласно. Помимо больших соборных мечетей, где таджикистанцы собираются в основном на пятничную молитву, будут закрыты около 4000 храмов для пятикратного намаза. Как известно, коронавирус обнаружен более чем в 70 странах. И хотя у нас таких случаев не зафиксировано, Совет улемов принял решение обратиться к жителям страны с тем, чтобы они временно не шли молиться в мечети. В мечеть можно прийти только в случае похорон для отпевания усопших. Также в Министерстве образования Таджикистана отменили репетиции концерта к празднику Навруз, в которых обычно задействованы тысячи студентов и школьников. Хотя в Совете улемов Таджикистана говорят, что это всего лишь обращение, но, скорее всего, оно будет обязательным к исполнению для всех, и, возможно, даже будут закрыты двери мечетей. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 6 странах. Эпидемия дошла до Лихтенштейна, Чили, Аргентины, Украины, Гибралтара и Польши. Вслед за китайским главой войной инфекции объявил глава Южной Кореи, где уже больше 5000 инфицированных. А в России лидер либерал-демократов Владимир Жириновский призвал казнить тех, кто распространяет фейки о COVID-19. Дарья Тимофеева с последними новостями. Коронавирус добрался до 77 государств мира. Эпидемия разрастается активно в Старом Свете. В Италии за сутки выявили 466 новых больных. Страна переместилась на 3-е место по количеству заболевших, обогнав Иран. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что процент смертности от коронавируса около 3,5. Для сравнения, сезонный грипп в среднем убивает менее 1% инфицированных. Большинство новых случаев заражения регистрируется за пределами Китая. В КНР вылечились почти 50 тысяч человек. В настоящее время вспышка вируса во многих странах. В некоторых районах, где эпидемия усиливается, не хватает защитных средств. Китай – главный производитель и экспортер защитных костюмов. Мы призвали отечественных производителей удовлетворять зарубежный спрос и внести свой вклад в глобальную борьбу с эпидемией. В Южной Корее власти сообщают, что ситуация с распространением коронавируса вступила в критическую стадию. Президент объявил COVID-2019 круглосуточную войну. На победу с ним планируется выделить 25 миллиардов долларов. В России, как передают СМИ, из больницы сбежал зараженный коронавирусом. Мужчину поймали и вновь вернули в медучреждение. Официально в стране заявляется о 3 заболевших. Фейки о масштабном распространении инфекции, по мнению Владимира Путина, идут из-за рубежа. Для дезинформаторов, сеющих панику, депутат Владимир Жириновский предложил ввести смертную казнь. Ложные сообщения о заражениях регулярно появляются и в странах Центральной Азии. За ними следует задержание и опровержение. По данным властей 5 государств, весь регион остается нетронутым эпидемией. Для защиты от инфекции в Казахстане Касым-Жомарт Токаев отменил торжественное заседание и концерт к 8 марта. В Кыргызстане медикам, дежурящим на границах, обещают премии. Между тем, правительство признало, экономика страны несет потери из-за коронавируса.
Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. А в Москве тем временем прошло совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с кабинетом министров. Глава государства и члены правительства уделили внимание распространению коронавируса. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, которая руководит правительственным штабом по борьбе с коронавирусом, в соцсетях появляются фейки о том, что в России достаточно много людей заразились, но власти это скрывают. В последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности. Путин поддержал вице-премьера и заявил, что эти вбросы якобы организованы из-за границ. Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Боевики группировки «Талибан» впервые после подписания мирного соглашения с США возобновили атаки на правительственные силы в Афганистане. Руководство движения считает, что мирный договор с Вашингтоном не распространяется на силовые структуры официального Кабула. Ранее президент Ашраф Гани заявлял, что не отпустит боевиков и сторонников «Талибана» из тюрем, как это было предусмотрено в мирном соглашении. Он выступал за прямые переговоры с руководством группировки по этому вопросу. Об эскалации конфликта в Афганистане расскажет наш корреспондент в Кабуле Лиза Карими. Условный мир. Через 2 дня с момента подписания мирного соглашения между США и экстремистской группировки «Талибан» последняя возобновила атаки. Правда, только на правительственные силы Афганистана. Активные бои идут, по крайней мере, в 15 провинциях. В результате боевых действий погибли не менее 10 сотрудников силовых структур. Также есть жертвы и среди мирного населения. За последние 24 часа в 15 провинциях талибы осуществили 30 атак на правительственные силы и мирных жителей. На этот час известно о гибели 11 сотрудников сил безопасности, а также 4 мирных жителей. 18 человек ранено. Сейчас силовые структуры с целью самообороны и защиты граждан страны атакуют в ответ. Убиты 17 боевиков группировки и 11 ранены. Атаки талибов на афганские правительственные войска начались после специального обращения руководства группировки к своим боевикам. В тексте предписывается не атаковать военных западных стран. Однако дается четкий приказ возобновить бои с правительственными силами. Ранее президент Афганистана призвал талибов продолжить режим сокращения населения вплоть до начала межафганских переговоров 10 марта. Но представители руководства группировки «Талибан» в Катаре заявили, что с момента подписания мирного соглашения с США режим сокращения насилия не будет распространяться на афганские правительственные силы. После подписания мирного соглашения приказываем маджахедам Исламского Эмирата возобновить атаки против марионеточного режима в Кабуле. Активные действия, согласно мирному соглашению, не должны касаться иностранных сил. Дальнейшие действия в отношении оккупантов будут регламентированы в последующих приказах. Между тем, официальный представитель вооруженных сил США в Афганистане сегодня в полдень сообщил о воздушной атаке по талибам в провинции Гелманд. Полковник Сони Легет заявил, что первый за последние 11 дней воздушный удар был оборонительным, и его целью было сорвать атаку боевиков движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт правительственных сил в Нахр-и-Сарадж. По мнению американской стороны, действия талибов противоречат духу мирного соглашения. Руководство Талибана пообещало международному сообществу сократить уровень насилия и не провоцировать новые нападения. Мы призываем Талибан прекратить агрессивные действия и придерживаться своих обещаний. При необходимости мы будем защищать своих партнеров, и мы это продемонстрировали. На фоне возобновления боев в Афганистане накануне вечером Дональд Трамп провел телефонный разговор с заместителем главы Талибан Муллой Абдулла Гани Барадаром. Разговор продолжился в течение 35 минут. В сообщении Белого дома говорится о том, что лидер США подчеркнул, что необходимо сокращение уровня насилия в Афганистане и призвал Талибан участвовать во внутриафганских переговорах. Согласно предыдущим договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Лиза Карими специально для телеканала «Настоящее время», Кабул, Афганистан.
Казахстане общественник Серикжан Билаш объявил о прекращении деятельности объединения «Нағыз Атажурт». Эта организация несколько лет защищала права этнических казахов, которые подверглись дискриминации в Синьцзяне. Сегодня на пресс-конференции в Алматы Билаш заявил, что никакого давления на него самого оказано не было. Главная причина закрытия офиса Атажурт – финансовый кризис. Шолпан Оразбекова разбиралась в вопросе. О прекращении деятельности объединения «Нағыз Атажурт» Серикжан Билаш сообщил в первую очередь своим подопечным и журналистам. Бывший глава Атажурта, а ныне активист объединения, сразу расставил все точки над «и». Давление на него со стороны власти не оказывалось, но и зарегистрироваться как юридическое лицо департамент юстиции Алматы все же не дал. В связи с чем работать законно он не может. Отсутствие документов связывает общественникам руки. Во-первых, нас не регистрируют власти, и поэтому мы не можем рассчитывать на законное финансирование или гранты каких-либо иностранных международных организаций. И вторая причина – у нас финансовый кризис. Мы только вчера смогли заплатить гонорар адвокату, который защищал Кастера Мусакана и Мурагера Алимулы. Деньги были взяты в долг. Та же работа переводчиков, аренда офиса, и другим нашим сотрудникам мы не можем платить зарплату. По словам Билаша, международные организации готовы были финансировать объединение, но при получении какого-либо гранта средства должны быть перечислены на счет юридического лица. А стать таковым Атажурту так и не удалось. Нас, конечно, многие поддерживают морально, но этим я не смогу заплатить за аренду. Сегодня грозились отключить электричество в офисе. Те, кому уже помогли в этом офисе, категорически не согласны с таким решением. Фарида Кабылбек смогла получить гражданство Казахстана, но у нее в Китае все еще остается муж. Он под домашним арестом. А сейчас, говорит женщина, помощи искать уже будет негде. Я сама к ним обращалась за помощью. Таких, как я, тысячи. Неужели мы не сможем все вместе помочь им? Я не хочу, чтобы они закрывались. Благодаря их работе и моих детей не трогают. Мы должны всем народам помочь зарегистрировать Атажурт. Нас больше никто не услышит. Гражданский активист Респект Сарсенбай считает прекращение деятельности Атажурт поспешным решением. По его мнению, здесь присутствует и недосказанность со стороны Билаша. Серикжану запретили руководить общественными объединениями, но после суда, где его обвинили в разжигании национальной розни, он сам говорил, что не уйдет из Атажурта, пока не вернет последнего казаха из Китая на родину. А после такой клятвы он должен был идти до конца. Конечно, без финансов он работать не сможет, но я думаю, что кроме отсутствия средств, есть и другие причины, о которых он не может говорить. Другой активист, некогда работавший вместе с Билашем в интересах этнических казахов в Китае, называет его заявление скорее пиар-ходом. Говорит, что на самом деле настоящая причина звучит иначе. Все это делается для того, чтобы собрать деньги. Это во-первых. Мол, у нас нет денег, поэтому и мы работать не сможем. Ну а во-вторых, у объединения Атажурт сейчас нет на самом деле работы. Если там и есть казахи, которые подвергаются репрессиям, то их очень мало. Вопросы по этническим казахам решены. Лагеря все закрылись. Если они закроются, то не из-за финансового кризиса. Общественное объединение «Нағыз Атажурт» до августа прошлого года существовало под названием «Атажурт Ерклері». Его лидер Серикжан Билаш в марте 2019 года был обвинен в разжигании национальной розни, а в августе суд приговорил его к штрафу и запретил руководить общественными организациями в течение 7 лет. Осенью того же года департамент юстиции Алматы все-таки зарегистрировал Атажурт Ерклері, которому власти прежде неоднократно отказывали в регистрации по различным причинам. Но главой этого объединения стал Ербол Даулетбекулы. Часть активистов вышла из официальной организации и объявила о создании общественного объединения «Нағыз Атажурт Ерклері». Эту организацию Серикжан Билаш так и не смог зарегистрировать. Но за всю свою деятельность он принял заявления почти у 4000 представителей этнических меньшинств. Шолпан Оразбекова, «Настоящее время. Азия», Казахстан. Глава филиала объединения «Нағыз Атажурт» в Нур-Султане Милатхан Айтхалиулы в интервью нашей программе рассказал, что не знает, почему Министерство юстиции Казахстана так и не зарегистрировало их организацию. Но, несмотря на это, по его словам, работа объединения не прекратится, и они продолжат оказывать помощь людям. В течение последних 4 лет мы 5-6 раз подавали на регистрацию. В последний раз нам отказали, сославшись на несоответствие с численностью людей в объединении. Почему Министерство юстиции не регистрирует нас, мы не знаем, но мы на это не обращаем внимания. Даже если нас не зарегистрируют, мы продолжим свою миссию. По мнению Милатхана Айткалиулы, властям Казахстана просто безразлична судьба этнических казахов, которые сбегают из Китая в поисках убежища. И кроме их организации этим людям помочь просто некому.
Никакого давления со стороны властей мы не ощущали, но мы видим, что власть просто не интересуется судьбами этнических казахов, которые прибыли из Синьцзяня. Никакая помощь со стороны государственных служб не оказывается. Вы уже знаете, из-за финансовых причин наше объединение самораспустилось. Но уже сейчас тысячи людей со всех концов страны поддерживают нас. Нам звонят, пишут, люди предлагают перечислить деньги и просят, чтобы мы не бросали свое дело, потому что то, что мы делаем, очень важно. Милатхан Айткалиулы уверен, в Казахстане нужно на законодательном уровне закрепить обязательство помогать этническим казахам, которые прибывают из Синьцзяня. Я думаю, в Казахстане нужно принять закон, который позволит помогать бежавшим из Китая этническим казахам, которые разлучились со своими семьями. Даже если закон не примут, им должна оказываться специальная помощь со стороны социальных служб. Приехавших с лагерей из Синьцзяня очень много, но в средствах массовой информации упоминаются только единичные случаи, а их действительно очень много. Мы считаем, что их должны обеспечивать хотя бы медицинской помощью, чтобы они могли бесплатно обследоваться. Но ничего такого не происходит. Пока же некоторым беженцам приходится здесь как-то выживать, обеспечивать свои семьи. Мы пытаемся всем им помочь. Смотрите далее в нашей программе. В Кыргызстане мужчина получил 14 лет тюрьмы. Он зарубил жену топором, так как та якобы мешала смотреть ему телевизор. Почему уровень насилия по отношению к женщинам в Кыргызстане один из самых высоких в мире, объясняет Джазгуль Эгембердиева. Семейное насилие. Мужья до смерти избивают своих жен. Это не сценарий фильма ужасов, а самое, что ни на есть реальность. Это программа «Азия». В Кыргызстане мужчина зарубил жену топором. Мотив преступления поражает. Он сделал это только лишь за то, что она мешала смотреть ему телевизор. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Осужденный рассказал, что специально купил топор, чтобы убить супругу. Якобы она мешала ему жить. Когда он смотрел телевизор, погибшая его всегда выключала. К слову, в Кыргызстане с каждым годом увеличивается количество случаев семейного насилия. В прошлом году зарегистрировано более 8 тысяч инцидентов. Они закончились легкими и тяжелыми травмами, а также убийствами. Основные жертвы домашнего насилия – женщины. Джазгуль Эгембердиева объяснит, почему в стране все больше жестокости и что делает правительство для предотвращения подобных случаев. Семейное насилие. Мужья до смерти избивают своих жен. Это не сценарий фильма ужасов, а самое, что ни на есть реальность. Только за первую неделю января этого года в Кыргызстане убиты 2 женщины. По данным милиции, они стали жертвами мужей-тиранов. В каждом из этих случаев, как утверждают родственники, погибшие женщины регулярно подвергались жестокому обращению, которое в итоге привело к их смерти. В эти же дни случилась еще одна трагедия. В Иссык-Кульской области гражданский муж облил жену бензином и поджег ее. Только чудом она осталась жива. Откуда вообще берется семейное насилие? Вот разъяснение Всемирной организации здравоохранения. Насилие с большей вероятностью проявляют мужчины, которые имеют низкий уровень образования, перенесли жестокое обращение в детстве, были свидетелями насилия в отношении своей матери, злоупотребляют алкоголем, ощущают чувство превосходства над женщинами. В Кыргызстане избиения, изнасилования, оскорбления, а порой и даже убийства женщин в семьях остаются острой проблемой. Как результат, все новые жертвы и осиротевшие дети. Чаще всего семейному насилию подвергаются женщины. Они и умирают. У нас понятие такое, что женщин можно бить, убивать. И даже после смерти говорят, что женщины были виноваты сами. По официальным данным, в 2018 году по итогам домашнего насилия до суда дошли 4 уголовных дела по статье «Убийство». За прошлый 2019 год зарегистрированы еще 4 убийства женщин. Уровень семейного насилия растет с каждым годом. По данным МВД, в 2012-м зарегистрировано 2415 случаев. Уже через 5 лет, в 2017-м, случаев бытового насилия стало в 3 раза больше – 7114. В 2019 году статистика неуклонно идет вверх – 8159 случаев. Среди пострадавших от домашнего насилия есть и мужчины. Например, в 2018 году из более чем 7 тысяч пострадавших порядка 500 человек – это мужчины.
но более 90% – женщины. Что же делает правительство для решения этой проблемы? Обычно власти вспоминают о ней постфактум, когда уже есть жертвы и страшные истории преданы огласке. Так случилось и на этот раз. После смерти 2 женщин в начале 2020 года власти пообещали ужесточить наказание за семейное насилие. Депутаты даже требуют смертной казни. Ладно еще, если супруги подрались и муж поставил фингал жене, но увеличиваются случаи, когда отцы насилуют своих детей. С 2020 года мы имеем право менять Конституцию. Я думаю, правительство должно вернуть смертную казнь. А вот некоторые парламентарии предполагают, что женщины сами могут быть виноваты в своей гибели. В чем причина? Муж был пьяным или, может быть, сама жена виновата? Может, они и раньше ругались? Надо изучать. Вот что грозит насильнику по кыргызстанским законам. Виновника сначала ставят на учет, а жертве семейного насилия выдают охранный ордер. Если тиран повторяет жестокое обращение, то его привлекут к административному наказанию. Он отделается штрафом или привлечением к общественным работам. Нацстатком заявляет, что большая часть пострадавших от семейного насилия, почти 70%, обращается в кризисные центры. Между тем, в стране нет ни одного государственного приюта. И только теперь, после январских трагедий, власти намерены выделить деньги для его создания. Сейчас функционирует лишь 2 неправительственных кризисных центра на весь Кыргызстан. Жертвы насилия там получают необходимую социальную, психологическую, юридическую помощь. Писать заявление в милицию многие женщины не хотят. А если даже и оформляют жалобу, то 90% со временем отказываются от своих претензий, сообщает Министерство внутренних дел. Сегодня женщина, она не чувствует поддержку. Если женщина сегодня заявила на мужа, что он ее бьет, насилует и так далее, это все на ней, она сама от и до должна это пронести до суда. Поэтому она устает и говорит, не хочу этим заявляться. Пишет отказ и уходит. А как у нас сегодня работают органы МВД, вы сами знаете. Да не хотим заниматься, может помиритесь, может все будет нормально. И сегодня женщина, если живет у мужа и заявляет на мужа, завтра ее могут выгнать из дома, потому что у нее имущественных прав нету. В Кыргызстане домашнее насилие чаще принимают за личное, интимное дело конкретной семьи. Потому соседи, родственники, знакомые предпочитают не вмешиваться. Как отмечают гендерные аналитики, в обществе должно созреть нулевое терпение к насилию, неравнодушие к жестокому обращению с людьми. Гульнара Каримова подарила краденую из музея картину известному кутюрье. Стоимость полотна оценивается в $1 миллион. Работа «Кукуруза шумит» народного художника Узбекистана Александра Волкова недавно была выставлена на торги лондонским аукционным домом. Удивительно, но такая же картина находится в Ферганском областном краеведческом музее. По информации собеседников узбекского бюро «Радио Свобода» Озодлик, в музее висит подделка. Как рассказали источники Озодлика, оригинал был подарен в 2009 году старшей дочери президента Узбекистана. Гульнара Каримова позже передарила картину российскому кутюрье. А Каримову, в свою очередь, ценный экспонат подарил экс-директор Ферганского нефтеперерабатывающего завода Журат Меликулов. Он сегодня находится в тюрьме по другим уголовным делам. Искусствоведы требуют провести тщательное расследование. В Министерстве культуры заявили, что вопросом занимается лично глава ведомства. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Ну, такая героиня, как Айшат, мне кажется, она женщинам нужна и сейчас, и тогда. Сейчас, мне кажется, даже еще больше нужна была бы. В то время, когда появилась клиника Айшат, жизнь горянок, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Когда человек свободный, когда человек образованный, это самый счастливый человек. А что значит быть свободным? Это значит почувствовать себя, то есть почувствовать уверенность в себе. Почему Кремлю не нравится официальный день сопротивления оккупации Крыма? Ведь значит, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.
Почему 26 февраля – День сопротивления оккупации? Идет война, идет борьба. Хронология тех событий.